Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Военнослужащие артиллерийских подразделений военной базы ЮВО уничтожили условного противника в горах Абхазии. С начала года у 3 женщин, переболевших коронавирусной инфекцией, дети родились раньше срока. Начальник управления энергосбыта Алхаз Чанба рассказал о собираемости платежей за прошедший год. Военнослужащие артиллерийских подразделений военной базы Южного военного округа в Абхазии выполнили упражнения боевых стрельб из модернизированных самоходных арт-установок «Акация», сообщает пресс-служба ЮВО. В рамках плановых тактических учений артиллеристы выполнили стрельбу, уничтожив в горах специальные мишени, имитирующие бронетехнику условного противника. Также были отработаны противоогневые маневры и тактические приемы контрбатарейной борьбы. Всего в учении участвовали более 1500 военнослужащих ЮВО. Было задействованы более 300 единиц вооружения и военной техники. Сапер СУРА принял. Разведчик, дальномерщик, засечь центр групп разрыва. Дирекционный угол 20. Сапер СУРА. Исполнилось 33 года со дня вывода советских войск из Афганистана. В этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Это событие знаменовало для Советского Союза окончание афганской войны, которая длилась почти 10 лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан. В афганской войне участвовали 136 воинов-интернационалистов из Абхазии. 11 человек из них получили ранения, 15 погибли, 13 посмертно награждены боевым орденом Красной Звезды. В День воинов-интернационалистов в Сухуми прошла уже ставшая традиционная гуманитарная акция, организованная Русским домом в Сухуми и Государственным музеем боевой славы имени Арзенба. Военнослужащие 7-й военной базы и Минобороны Абхазии, а также волонтеры добровольно на безвозмездной основе сдали до 400 миллилитров крови каждый, которая была передана в больницы Абхазии. Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия 15 февраля отмечает 75-летие. С юбилеем Виссариона Аплия поздравил президент Аслан Бжаня. Своим внимательным отношением к людям, милосердием и неустанными молитвами вы являете пример верности своему призванию и искренней любви к народу. Ваши усилия, направленные на поднятие духа народа во время Отечественной войны народа Абхазии, а также на укрепление Абхазской православной церкви в послевоенный период, заслуживают самого глубокого уважения, отмечается в частности в поздравлении главы государства. Аслан Бжаня пожелал Виссариону Аплия долгих лет жизни, всесильной помощи Божьей в служении, благополучия и мира. К другим новостям. Коронавирусная инфекция во время беременности несет весомые риски как для матери, так и для ребенка. Если женщина перенесла коронавирусную инфекцию в последнем триместре, то увеличивается риск преждевременных родов со всеми последствиями для ребенка. А в первом триместре растет вероятность аномалий развития детей. Так, в начале февраля в Сухумском роддоме на свет появился недоношенный малыш весом всего 900 граммов, мама которого перенесла ковид в начале беременности. Чем закончилась эта история, расскажет Сария Кварцхелия. Причины преждевременного появления на свет разнообразны. Патологическое течение беременности, различные болезни, физические и психические травмы, а в последнее время и ковид. Самые тяжелые случаи, когда дети рождаются до 28 недель с весом меньше килограмма. Рождение этого ребенка, хоть он и весит 900 грамм, это не какое-то чрезвычайное событие в нашем учреждении. К сожалению, 5% всех родов происходит раньше времени. Это тенденция не только Сухумского родильного дома, это мировая тенденция. Несмотря на все усилия, которые прилагает мировое акушерское сообщество к этой теме,
Все равно от 5 до 6% родов бывает преждевременно. Родился он от родов посредством кесарево сечения. Мама перенесла в начале беременности ковид. Вот. И мы, конечно, эти роды связываем с последствиями ковида. К сожалению, эти 2 года мы видим, что ковид негативно влияет на деторождение. Вот, то есть дети могут рождаться с внутриутробным инфицированием, также могут чаще быть преждевременные роды. Вот. Ну, мы прилагаем все усилия, чтобы не потерять ни одну беременность, ни одного ребенка. Насколько это нам удается, это будет видно к концу года. Как добавила Белла Пилия, с начала года это 3-й преждевременные роды. Все малыши здоровы и готовятся ко 2-му этапу выхаживания. Дети были помещены в специальные инкубаторы кувезы с заданными температурой и влажностью воздуха. Здесь младенцы находились в условиях максимально приближенных к внутриутробным. Кувезы снабжены аппаратами искусственной вентиляции легких, а дети, у которых отсутствует или слабо выражен сосательный рефлекс, получают пищу через специальный зонд. Дела идут неплохо у этих детей. Мы думаем, что это будут совершенно полноценные члены общества. Во всяком случае, все, что от нас зависит, мы для этого делаем. Очень хорошо работает у нас отделение неонатологии. Слаженный, сплоченный коллектив. Много медсестер, которые прошли специальное обучение по работе в палатах интенсивной терапии, по работе с детьми, заслуживающими особого внимания, по работе с преждевременными родами. Вот. Ну и врачи, естественно, которые занимаются непосредственно сложными детьми. У нас они выделены в отдельную такую касту. Вот. И на них, конечно, большая надежда. За январь в женской консультации по ковиду прошли 24 пациентки. В Сухумском роддоме и сегодня наблюдаются беременные женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19. Все эти женщины под нашим круглосуточным наблюдением онлайн. И при необходимости наши доктора выезжают на дом, госпитализируют, если есть необходимость. Гудаутская больница, Гудаутский родильный дом принимает женщин с ковид. Вчера, например, у нас было кесарево сечение в Гудауте. Женщина, зараженная ковид, вступила в роды. Мы были вынуждены выезжать туда, делать кесарево сечение. Каждый из нас занимается своим делом. Никаких героических особо поступков в этом мы не видим. Все нормально. Выхаживать глубоко недоношенного ребенка – тяжелый труд. Ведь врачам нужно наверстать упущенные недели и даже месяцы внутриутробного развития. А на днях недоношенного малыша вывезли за пределы Абхазии для дальнейшей реабилитации. Сария Кварацхеля, Абхазское телевидение. Депутаты Государственной Думы России проголосовали за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик, который напрямую направится на рассмотрение Владимира Путина, сообщает РИА Новости. Проект включает в себя признание независимости Донецкой и Луганской республик и переговоры с их руководством о создании правовой основы межгосударственных взаимоотношений. Документ был выдвинут на рейтинговое голосование, на котором набрал наибольшее количество голосов. На 88-м году ушел из жизни заслуженный тренер Республики Абхазия, почетный мастер спорта по классической борьбе, кавалер ордена Ахзапша 3-й степени Валентин Семенович Барцец. Валентин Барцец готовил чемпионов и призеров Абхазии и Грузии, возглавлял дюсш бокса, борьбы и тяжелой атлетики. За время работы проводил большую работу по комплектованию тренерского состава, созданию условий для развития спорта, строительство спортивных залов и открытие филиалов в городах и районах Абхазии, что дало право преобразовать школу из городской в республиканскую. Под руководством Валентина Семеновича школа не только стала одной из лучших в Абхазии, но и в СССР. Государственный комитет по делам молодежи и спорту приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Семеновича в связи с тяжелой утратой. Светлая память о Валентине Барцец навсегда сохранится в сердцах каждого, кто его знал, говорится в сообщении Госкомитета. Продолжаем выпуск. Собираемость за электроэнергию, ситуация с установкой новых приборов учета и возможное повышение тарифов стали темой пресс-конференции, которую провел начальник управления «Энергосбыт» Алхаз Чанба на площадке медиа-центра «Спутник Абхазия». Все подробности в репортаже Эсма Голанзе.
За прошедший год в республике за потребленную электроэнергию было собрано более 396 миллионов рублей, что составляет 41,7%. Если сравнивать с показателями предыдущих лет, то в 2019 было собрано более 53%, в 2020 чуть больше 40%. В денежном выражении суммы они в 2021 году имеют положительный прирост, но в процентном соотношении мы видим проседание. Это в большей части обусловлено, к сожалению, вот той частью неучтенной электроэнергии, к сожалению, прирост которой мы наблюдаем из года в год. Задолженность юридических и физических лиц на сегодняшний день за текущий период составляет 163 миллиона 373 тысячи рублей. При этом нужно отметить, что касается коммерческих предприятий, юридических лиц, с ними ситуация выглядит намного лучше, чем с государственными предприятиями. Собираемость оплаты за свет по республике неравномерная. Среди городов лидирует Гагра. Здесь сборы составляют больше 52%. Затем Гал – 47%. Сухум – 40,5%. В целом в деревнях и селах сборы ниже. Основной фактор – более низкая платежеспособность населения. Если брать Гудаутский район, это село Блабурха, 2,9% сбора. Это самый низкий показатель в районе. Если взять Гагру, это Бзыб и Пнари, эти два населенных пункта, они в принципе на одной территории находятся, в одних границах. Это 9,3% сбора. Ну, далее Гулрипш, Сухум и Гал, там ситуация обстоит получше. Гулрипш самый низкий показатель по сбору среди сел, это 25,4%, Сухрайон это 22,4%, Гал 23,5%. Алхаз Чанба также затронул тему изменения тарифов за потребленную электроэнергию. По его словам, для незащищенных слоев населения планируется отдельная тарификация. Существующий сегодня тариф, даже при 100% собираемости по республике, он не покрывает тех расходов, которые несет на себе предприятие Черноморэнерго для энергоснабжения всей республики, населения в частности. Что касается незащищенных слоев населения, на сегодняшний день есть предложения, они готовятся по изменению тарифной сетки за потребленную электроэнергию для юридических лиц, коммерческих предприятий, также для физических лиц. Что касается физических лиц и незащищенных слоев, есть предложение создать некий социальный пакет, который будет включать в себя социальную норму потребления, то есть это будут квоты. Тем временем продолжается установка новых приборов учета электроэнергии по республике. Ранее за счет средств Черноморэнерго было закуплено 1500 приборов. В Сухуме в районе Колоса уже установлено 36 приборов. Планируется еще 60. 250 счетчиков отправлено в Гагарский район. Та система учета, которую планируется внедрять в наши дни, она позволит нам избежать очень многих проблем, так как мы исключаем человеческий фактор в сборе средств за потребленную электроэнергию. Это уже все будет делаться дистанционно посредством технологичного оборудования. Была затронута и тема майнинга криптовалюты. По словам Алхаза Чанба, львиная доля неучтенного энергопотребления приходится на данную сферу деятельности. Мы обнаруживаем ферму, наши сотрудники выписывают соответствующие документы. Это акт безучетного потребления, он высчитывается, вернее, сумма высчитывается из средней нагрузки на 2-3 месяца. Но, к сожалению, дальше уже процедура взыскания этих сумм, она не отработана, не отлажена. И воздействие на тех людей, которые осуществляли в том или ином месте майнинг криптовалют, к сожалению, практически таких реальных рычагов у предприятия на сегодняшний день нет. Оплата за 1 киловатт электроэнергии для физических лиц составляет 40 копеек, а для юридических лиц и предприятий – 85 копеек. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
В среду 16 февраля часть Сухума останется без воды, сообщает столичный водоканал. Подача питьевой воды будет прекращена в новом районе, Старом поселке, на улицах Эшба и Адыгейская, в районе Виема и в центре города с 0 часов до 24 часов. Отключение связано с переключением старого стального напорного водовода, проложенного от улицы Дбар до улицы Айтгалара. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 16 февраля на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 1,6, днем 7-12 градусов, температура морской воды 8 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.